Всем большой привет. Вот мы на реке уже. Че, а где все? Да, ушли. А что они там делают? Решили там попробовать подальше. Что с водой? Чуть-чуть упало. Упало чуть-чуть, да? Ну не намного, да? Не намного. А и почему упало? С чего взяли? Что-то я не вижу того этого. Продольник вчера немного торчал еще. Что-то поймали, нет? Видите, палка у меня стоит девочка. Ну. Вот, а там выше было. Видите? Что поймали? Ничего еще. Ни одной поклевки. Так, сегодня у нас какое? 5 число? 5. Пятница, 5 июня. Продолжаем нашу рыбалку. 2 дня славно порыбачили. В принципе, на консерву уже рыба наловлена. Николай остался дома варить консервы. Сегодня вечером он уже собирается вроде как бы выезжать уже, да? Вроде собирается, да. Осталось поймать немного рыбы на засолку под копчение. Но я так думаю, если будет все нормально, мы это сделаем, мы справимся. Сегодня у нас дождя нет, но зато поднялся ветер и вот такая вот волна, что тоже создает некоторые проблемы при проверке продольников. Продольники посмотрим. Если будет поднимать лодку и будет неудобно, просто проверяю, снимаю урожай и не насаживая, оставляю продольники. Потом как-нибудь подниму или буду поднимать прямо сейчас. Это посмотрим, примем решение на месте. Ну а потом поедем проверять наши сеточки. И возможно тоже будем поднимать, смотря что там как попалось, улов, не улов, как забило. Вчера очень много грязи там было. Так что все зависит от обстоятельств. Основное количество рыбы, что было запланировано поймать, мы в принципе поймали. Еще немножко, одна проверка, и я так думаю, будет достаточно. Ну все, приступаем к рыбалке, едем на проверку наших продольников. Погнали. Так, оставляем рыбаков на берегу, едем. Все-таки посоветовались и решили, что продольники мы сегодня будем поднимать. Потому что завтра у меня рабочий день. Времени будет у меня мало на проверку продольников. А оставлять надолго их нельзя. Почему? Потому что может засыпать груза. А если засыпет груза, можно порвать веревку и потерять продольник. Вот. Так что сезон продольников в этом году был коротким и не очень ярким, потому что время было упущено. Время большой воды, время первой холодной воды. Ну и ладно, погнали. Сегодня у нас ветер, лодку будет кружить, но при подъеме продольников это не страшно. Это когда закидываешь, лодку кружит, можно, вот как вчера, вернее, когда позавчера, вчера утром, да, намотал на веревку продольник. Вот этот первый, кстати, веревка приподняла продольник, получается, и
И было не очень хорошо. Намотала на винт весь продольник, разорвала. Был риск порвать сальники даже. Вон, видите, как лодку кружит от ветра. Так что сегодня у нас крайняя проверка и поднятие продольников. Что-то у нас даже дергает. Это что-то у нас подъязок. И ему даем шанс, которым он не воспользовался. Сошел, но уже в лодке. Первый пошел. Первый пошел. Так, чтобы было удобнее поднимать, сначала так вот снимаю старые черви с крючка, чтобы крючок был голенький, чтобы он не ржавел. Видите, да? Все порвал вчера. С огрызков собрал, что мог. 5 крючочков. О, тут даже крючка нет, вот он, да. В общем, в этом году рыбалка на продольнике у меня была короткая. Потерял 3 продольника и 2 грузила. Продольники-то ладно, связать можно. Самое ценное — это груз. Потому что металлисты весь металл уже сдали, нигде не найти. И очень проблематично найти груза на продольнике. Скоро перейдем на кирпичи, наверное. Как-то у меня были кирпичи. Но кирпичи легкий груз, его очень далеко может снести, если что-то какая-то любая коряга или что-то. Все. Поднимаем. Грустно, конечно, но что поделать. Если время продольника в этом году пролетело очень быстро, и немножко у нас не получилось порыбачить, но немного мы все равно половили. Были и приятные моменты. Налима, конечно же, не было, но это не важно. Налиму мы будем ловить осенью, в конце сентября. В октябре поймаем живцов, постараемся, вернее, поймать живцов, этих озерных гальянов или ёршиков черпанем, и будем ловить налима. Только продольники будут уже немножко другие, с более крупными крючками, с двойничками. А эти весенние продольники уберем до следующего сезона. Следующей весной, надеюсь, получится поставить их раньше. В этом году не получилось. Все, обратно заматываем. Вот это мотовило, этому мотовилу уже около 60 лет, это точно. 55 это точно. Это у дядьки Васьки еще мотовило, он утонул в 1973 году. Сколько лет назад он делал, одному богу известно. Лично я пользуюсь этим мотовилом. Ну, как помню себя, так и пользуюсь. До этого пользовался мой отец. Возможно, брат пользовался им тоже, пока я мелкий был, не знаю. Но я вот уже пользуюсь, уже ремонтировал. Оно все уже, видите, кривое, косое, но не выкидываю. Хотя есть более удобные мотовила, но как бы пользуюсь этим. Все, встречаемся на проверке следующего продольника. Так. Ну давай напоследок, Печора матушка, не скупись. Есть натяжка. Хорошенькая, добренькая, или что-то крупное, или парочка. Вот 2 язя вижу. 2 язя идут. Попробуем.
Один ушел. Если еще этот уйдет, то будем поднимать с очком. Хватит уже борзеть. Мы и так достаточно отпустили. 3 дня уже. 3 или 4 проверки мы уже даем шанс им. Ну, не все, конечно, пользуются шансом на побег. Но вчера, вот, допустим, хороший крупный язь ушел. Можно было уже бы достать подсак, потому что он конкретно уже здесь запутался. Я его видел. Ну, как бы рыба есть, и мы немножко борзеем. Поначалу, когда сети еще не поставили, и улов был такой себе, скромненький, скудненький, Николай даже 2 дня назад сказал: ну, Геннадий, так мы консервы, говорит, не сделаем с таким уловом. Хотя приносила, считай, в среднем по 5 килограмм за проверку. Ну, почистишь, все такое, останется у тебя 3,5 килограмма, а надо 7,5. Как бы довольно скромно и скудно все было, но потом установили позавчера удочки в клеточку, и все пошло хорошо. Рыбы мы все-таки наловили и на консервы, и засолим. И, в общем, гости уедут нормальным, с хорошим уловом, даже так сказать. Прошлый год удачно было, мы попали по большой воде на заливных лугах. Где-то в конце мая это было. Но прошлый год была весна чуть более поздняя. В этом году конец мая, это уже лето. Вот. Ну что, без рыбы мы не останемся. Пока с продольниками закругляемся. Уже не то время. Вот и лето прошло. Лето еще не прошло, конечно, но время продольников прошло точно. Блин, ай-яй-яй-яй-яй. Ездишь, когда на 2 моторах, начинаешь путаться. Здесь, чтобы убавить газ, надо поворачивать в обратную сторону. А на Сузуки все как обычно. И вот вроде стараешься как бы убавить газ, а в итоге ты прибавляешь его на задней скорости. В общем, если ездить, надо на одном моторе кататься. Привыкаешь к управлению. Так, что у нас здесь? Что-то есть тоже здесь небольшое. Ну, небольшому дадим шанс. Вот это язёк, буйный язёк. Опачки, опа! Ну тебе вообще, друг, не повезло. Ты сошел, но уже в лодке. Значит, был мой. Так что не всем так везет. Тебе не повезло. И не факт, что если бы я достал подсак, он бы мне достался, потому что в солнечную погоду при чистой неглубокой воде рыба с очка тоже боится и начинает дергаться, уходить под лодку, и тоже бывают сходы. Нормально. Нормально. Отвлекают. Завтра у меня рабочий день. Всем что-то надо, все заказывают одно, другое, третье. Кому-то лекарства, кому-то антикомарин, кому-то сигареты. Ну как вот откажешь, если у них нету магазинов, ни аптек, ни больниц. В нижних деревнях люди живут как в тайге, без ничего. Так, у нас здесь один ёрш, и что-то небольшая натяжечка есть тоже.
Вроде бы язёк. Ёж так интересно. Забагрился. Так, что там? Дойдешь, не дойдешь? Друг ты мой сердечный. Не крупный, тебе даем шанс. Под лодку нырк. Вот тебе повезло больше. Вот резко, когда поднимаешь, надо спокойно поднимать. Рвется губа, и он сходит. Вот прямо упал сюда, накат в ту сторону, не успел рукой, и он ушел. С очком, возможно, бы я взял. Наверное, хватит борзеть уже. Надо доставать подсак и... А то я не любитель спортивной рыбалки. Получается, поймал, отпустил. Поймал, отпустил. Не, это не мое. Это кто так делает, это не рыбаки, а так, я их называю анонистами. То же самое. Я не такой, я не такой, я не такой. Натяжку вижу. Да твою-то. Так. Что у нас здесь? А здесь у нас есть натяжечка. Идет язёк. И там еще по ходу идет второй. Так, ну что, хватит баловаться. Опа. Вот так вот. Вот второй. Да японский городовой. 3 получилось. Откуда третий? А, он шел за ними, получается. Я-то думал сначала, что выпал первый. Прикольно вышло, получилось. Я думал, первого, которого мы поймали в сак, потом начали второго. Я думал, это он выпал. А оказывается, там еще третий шел. Двое в сачке, получается. И оба сошли в сачке. Так что хорошо, что достали подсак. Так бы могли их немножко повыпускать, наверное. Но было немного непонятно. Но прикольно. Одного сачок взял, смотрю, второй идет. Второго беру, за ним третий. Я думал, выпал первый, кучей подняли. Ну, нормально. Все получилось хорошо, значит, вся троица была моя. Ну вот. Нормально, Энскаден. Так, веревки к следующему сезону надо менять 100%. Износились, прохудились, пообтирались. И что-то неохота мне больше терять груза и продольники. Так, здесь у нас язёк есть. Так, вроде бы нормально заглотил. Попробуем поднять его так. Получилось, попал на личинку майского жука. Молодец. И еще один ёршик там. И еще один ёршик.
все. И на том спасибо. Так. Вот видите, да? Уже засыпало за полдня. Если надолго оставить, это будет труба. Потом можно будет порвать веревку. Так, что здесь у нас? Что-то небольшое есть. Один ёршик и один подъязок небольшой. Ну, по твою душу мы точно... харюзок. Нет, подъязок. Плотва. Не угадал ни то, ни другое, ни третье. Ну, что там такое дергается? Плотвичка попала. Ну, раз попала, так попала. Плотвы тоже, как есть, становится с каждым годом все больше и больше. В общем, река Печора потихонечку превращается в болото. Сорной рыбы больше, благородный сига харюса меньше. Но вчера мы хорошего доброго сишка увидели. Сига, можно сказать. Приятно было, конечно. Ничего. Немного, но пока еще есть. И харюс, и сиг. И при желании на перекатах можно всегда будет его поймать. И летом мы обязательно попробуем погонять харюса на мушку. А если получится, может быть, и на лесную речку сгоняем куда-нибудь. Иди сюда. Белорусская бутылка. Чем ты нас порадуешь? Так. Есть что-то. Язёк. Как тебя? Как тебя? Попробуем без очка. Получилось. Полезай. И один ёрш. Или два ёрша. Там вроде в конце еще один. Два ёршочка еще. Ерши как-то интересно попадаются, багрятся. За жабру все, видите? Когда червю подходят, крючок острый и багрятся. Вот эти ерши и сосуд, получается, этих червей тоже и не дают. Вообще все. Время продольников давно уже прошло. И, по крайней мере, на червей точно уже нет смысла ловить на продольники. На мальков, да, можно еще половить. Можно будет где-то за проверочку 5-6 килограмм как минимум брать за проверку. Но очень много работы. Недельку отдохнули с гостями. Работы было и так много. Меньше ее не стало. Очень надо все косить. Надо все. Скоро надо будет окучивать. Дел выше крыши. Но отдохнуть тоже надо, что мы и сделали. Недельку отдохнули. С одной стороны хорошо, когда приходят гости, приезжают, отдыхаешь, рыбачишь, потому что на рыбалку с этими деревенскими заботами времени не остается. А так оторвались, расслабились, забылись ненадолго, порыбачили от души, половили рыбы. Тоже надо иногда дать расслабиться организму. Все хорошо. Всему свое время, как говорится. Время
Брежнева поднялись волны на Печоре. Северный ветер нагоняет волну. Ну, а мы продолжаем. Иди сюда. Ну, а мы продолжаем. Подъем наших продольников. Ну и как видим, результат тоже есть. Половили. И здесь идет язёк. Такой середнячок. Сейчас попробуем его. Сейчас попробуем его с очком. Раз. Вот так вот надо. Вот так вот надо ловить рыбу, чтобы не выпускать. А что за фигня? Почему он с очка выпал? Дырка. Дырка в сачке. Вот теперь, знаете, куда-то протерлась уже, продырявилась. Так что вот дверью, наверное, сейчас закрылась и порвалась. Надо будет ремонтировать. Иначе рыба будет уходить, как этот язь. Главное, он дошел, главное, он в ведре. Это радует. Хватит, отпускались. Мужикам работы не будет. Вот они сидят, загорают там с фидерами. Что-то больно сильно не бегают. Одного хариуса за все утро. Что ни говори, продольники они в любое время. При подъеме воды, при спаде воды все равно без рыбы не оставят. Что-нибудь да все равно клюнет, попадется. А фидер, удочка, это так, я считаю, баловство. Можно ловить там определенное время, определенном месте, рано утром там. Да, можно. Да, может быть интереснее. Но не тот результат. Продольники самая лучшая снасть. Но по большой воде и ранней весной. Сейчас уже, можно сказать, лето. И летом эта снасть уже работает не на всю катушку. Так, что-то непонятно. Все запутано. Что-то было. Что-то было, что-то есть. Это что? Сижок. Сижок, что ли, так запутал? Сижок, это, конечно, хорошо. Но сиг же не мог так запутать, а бутылку. Странно. Это что-то крупное было. Или язь, или налим, или крупный хариус. Но что-то вон вокруг основной веревки все запутано. Это все, конечно, интересно. Но теперь уже мы никогда не узнаем, что там было, потому что то, что было, уже ушло. Ветер еще все сильнее и сильнее поднимается. Сегодня сети проверять будет, конечно, некомфортно. Посмотрим, может быть, тоже будем снимать сегодня сети. Так, ну вот и последний продольник на сегодня. И вообще в этом весеннем сезоне, который был как никогда коротким. Прошлый год продольники закидывали 2 подхода. Один раз по большой воде, когда мужики приезжали рыбачить сетями. Половили хорошо, тогда язь шел хорошо, крупный язь. Второй раз уже по малой воде, уже после спада второй воды. Уже было похуже, но половили. И в этом году вы сами все видели. Все было быстро, коротко
Но без рыбы не сидели. Вот здесь висит один окушок. И идет один язь. Нормальный, хороший язь. Сейчас попробуем его. Попробуем его взять с очком. Опа, ушел под лодку от очка. Наш. Опа, подожди, еще не наш. У нас очок дырявый. Ну, уже наш. Ну вот, напоследок. Добренький такой язечек. Сошел. Рано я еще крикнул наш, потому что мог он и выпасть из очка. Так, там еще один язек. Давай тебе дадим шанс, которым ты не воспользовался. Зацепился хорошо за верхнюю губу. Ну вот Йенскаден напоследок порадовал. И вот такой еще окушок. Вот такой вот окушочек заглотил до кишочек. Все. Так, ну что, закончили мы проверку поднятия продольников. Закончили мы весеннюю рыбалку на продольнике. Итог, ну, получше, чем вчера. Вечером, по крайней мере, нормально. Килограмма 4,5, может быть, будет это точно. Неплохой улов. Ну, вроде бы слабо клюет, вроде бы на червей, но все равно я скажу вам, вот 3 рыбака сидят на берегу, пробуют рыбачить на фидер, и то, что они просто скучают и сидят на месте, это говорит о том, что поклевок сейчас нет вообще. Я, грубо говоря, за час-полтора времени без улова не остаюсь. Рыбачить можно при наличии времени, и рыба будет, и все, но некогда. Отдохнули, расслабились, половили рыбу, и хватит. Сезон рыбалки на продольнике закрыт. Дальше только рыбалка на спиннинг, на удочки. Ну, не знаю, или сегодня мы закроем рыбалку сетями, или, может быть, оставим до завтра. Видно будет. Так что зрители, подписчики Дзен Премиума увидят еще рыбалку сетями. Ну, а мы, друзья, прощаемся. Надеюсь, ненадолго. Очень много неотмонтированного материала. Это все надо будет монтировать, загружать. Я так думаю, через пару недель примерно будет рыбалка на спиннинг, на удочку. Видно будет по погоде, по воде и вообще. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Подписывайтесь на Дзен Премиум. Там все фильмы выходят в первую очередь. И без всякой рекламы показывает фильмы. Никакой рекламы там нет. Лично мне смотреть удобно. Подписка только 100 рублей. Вот. Как-то вот так. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.